Здравствуйте, мальчишки и девчонки, а также их родители. В эфире программа «Бергаляп Иряник», программа, в которой мы учим слова на татарском языке вместе с нашими гостями. Давайте с ними знакомиться. Сегодня у нас в гостях семья Фатыховых, Малика и ее мама Гульназ. Здравствуйте, Исянмесис. А также семья Галимовых, также Малика вместе с мамой Фарией Фаритовной. Исянмесис. Малика Галимова очень шустрая и задорная девчонка. Про таких говорят «орщёк-кебек». Она выполняет роль подзаряжателя в семье. Всем уделяет внимание, никого не пропустит, особенно кошечку. Хотя та уже и старушка по кошачьим меркам, но покоя только снится. Малика любит братьев и сестер, оставаться одной для нее большая пытка. Она любит демонстрировать свои умения на публику, играет на фортепиано, читает стихи, участвует в театральных постановках, не пропускает предметных олимпиад и мониторит всевозможные конкурсы. И мороженое — это ее ежедневный must-have, то есть обязательная вещь и зимой, и летом. Она очень хорошо плавает, и русалки пока ей завидуют. Первенство за ней. Малика добрая, сердечная и чуткая девочка с интуитивно верным выбираемым поведением. Вот такое досье, очень обширное, очень объемное. Малика, расскажи, кем ты хочешь стать в будущем? Художницей. Почему? Я очень люблю рисовать, и я очень хорошо рисую. Очень хорошо. А кто лучше тебя рисует, как думаешь? Никто? Никто. А что ты любишь рисовать? Ну, я люблю рисовать людей, природу, зверей и особенно пони. Пони? Каталась когда-нибудь на пони? Я только на лошадях. А, только на лошадях. Вам желаю удачи в сегодняшней игре. Давайте ей поаплодируем. Мы знакомимся с еще одной Маликой. Малика Фатыхова, ей 8 лет, и в семье ее называют «маленькая принцесса». Как и старшая сестра, она занимается танцами, вокалом и играет на фортепиано. Очень любит животных и мечтает, чтобы папа поскорее достроил дом, где она сможет приютить кошек, собак, рыбок и попугая. Она очень открыта и легко заводит друзей, учит китайский язык и мечтает побывать в Китае. Малика, китайский язык сложный? Нет. А можешь сказать, например, учим татарский язык вместе на китайском языке? Я еще такого не учила. Давай, что знаешь? Давай. Я знаю стихотворение на китайском. Шишангджея мама хау, йома де хайзе шанг войбау, тойшинг мама де войбау, шинфу шанг бульёу. Это про бульон, да? Нет, это про маму, это про маму. Про маму? Что мама красивая и хорошая, да? Нет. А про что? Как бы то, что самый лучший человек на свете – это мама. Ребенок, который имеет маму, самый счастливый человек на земле. Как классно! Ты такие уже стихотворения серьезные очень читаешь в этом возрасте. Но ты хочешь побывать в Китае. Ты прям совсем хочешь переехать туда? Нет, просто... А, просто в гости, да, съездить? Да. А кем хочешь стать? Я в детстве хотела стать просто поваром. Но сейчас я хочу или художником, или учителем танцев. А, ну то есть все-таки с творчеством решила, да, себя связать? Да. Гульназ, как вы видите ее будущее? О, не знаю, она очень многогранная девочка, очень открытая. Мне кажется, если что возьмет, что начнет, она доведет до конца. Лишь бы вот ей понравился ее выбор, мы совсем будем согласны. Будем ее поддерживать во всем. Все в ваших руках. Я вам желаю удачи. Огромное спасибо, что вы сегодня с нами. И давайте скорее начинать нашу программу. Сегодня мы будем говорить о музыкальных инструментах. В этом туре мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных предметах и явлениях, связанных с музыкой. Ваша задача, уважаемые команды, очень простая. Узнать, о чем говорят наши дети. Вопрос мы задаем поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. С кого начнем? С Галимовых или с Фатыховых? Да все равно. Все равно. Малика, которая Галимова. Давай тогда начнем с тебя. Внимательно смотрим на экран. Она бывает формы животных. Она может быть розового, голубого, синего. Ее можно делать из дерева или пластика и глины. Я видел их такие, куда наливают воду и издается совсем другой звук. Это делает тренер. У моей сестры на физкультуре эти... Надо в нее дуть. Это такая маленькая вещь. Если ты ее возьмешь в рот и вздохнешь наружу, то будет громкий звук. Ее обычно русские и татары вырезают из дерева. Она часто попадается в капсулах или в киндер-сюрпризах.
Так, Малика, как ты думаешь, что это? Свисток. Свисток? Уверена? У тебя дома есть свисток? Командуешь всеми в доме? Нет? Нет. Это правильный ответ. Это свистулька, музыкальный инструмент называется именно так, а на татарском это слово звучит как сабазгат. Продолжаем. Со второй Маликой внимательно смотрим на экран. Там есть такие шарики. Это такие трещотки, которые ты трясешь, и внутри такие шарики, которые ударяются об стенки, только их много, и издается звук. Можно руками вот так бить, а можно вот так палкой бить. Там есть такие маленькие тарелочки, которые вместе сжимаются. Друг от друга ударяются, и выходит звук. Ее бьем ладонь и об колено. У него почти все круглое. Ну вот там есть такое железное и большой круг, и туда надо, и на самый большой круг надо вот так вот делать. И тогда выходит звук. Это такой круг, но не совсем круг. И на нем играют шаманы. Так, Малика, что же это за круг, который не совсем круг, и на котором играют шаманы? Я поняла, что это, только не знаю, как это называется. Ну, Гульназ, давайте тогда помогать. Ну вот я тоже тут пас. Этим инструментом обычно отбивают ритм. Барабан. Нет, это вот похож на барабан, Похож на барабан. но его держат в руке. У него есть... подождите, не ваша очередь. У него есть такие железные штучки, нужно по центру бить, и будет определенный звук. Я тоже вот представляю, но как называется, не знаю, к сожалению. То есть вы сдаетесь, Да? 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 Это бубен. Самый простой бубен, шалтараок, переводится это слово, но тем не менее, не расстраивайтесь, еще очень много слов впереди. Так, семья Галимовых. Продолжаем вместе с вами и смотрим на экран. Ее делают музыканты. Каждый инструмент музыкальный издает какие-то ноты. Ее можно играть на разных инструментах. Ее играют на скрипке, на пианино играют. Ты играешь на каком-нибудь инструменте, и получается музыка. Это музыка без слов. Из всех нот получается оно. И там еще я знаю, что там есть какая-то на книжке что-то, и там скрипичный ключик. Но я не хожу на музыкалку. Мне сказала в садике подруга, что это кирпичный ключик. На самом деле это не кирпичный, а скрипичный ключ. Как вы думаете, о чем шла речь? Это ноты. Не совсем. Вот в составе этого есть ноты. А когда нот много, то получается вот большая такая вот... Это произведение. Произведение, проще говоря, вы сказали уже. Музыкальное произведение. Музыкальное произведение. Вот песня без слов, это что? Можно? Сейчас, подождите, по очереди. Песня без слов. Минус. Минусовка, это понятно. А у композитора что пишет? Музыку. Музыкальное. Нет, все. Это мелодия. Мелодия по-татарски будет «кый». Но я думал, что вы догадаетесь с первого раза, но тем не менее мы продолжаем. Малика, продолжаем с тобой. Внимательно смотрим на экран. Они тонкие и железные. Они сделаны из резины. Она очень тонкая, стальная. Выглядит как нитка, но намного толще. Если неосторожно играть, можно об нее порезаться. Чтобы они не делали больно, есть специальная такая штучка. А дети, например, делают на инструментах из нейлона. Они бывают на гитаре, на балалайке. И у скрипки есть такая палочка, и там эта штука такая, вот так вот играет, и потом она из нее уходит музыка. Если ты будешь до них дотрагиваться пальчиком, то будет выходить разная музыка. Вот так вот играет в ней. Так, Малика, Гульназ. Скажешь? Я не Струны. Что это? струны. Струна, совершенно верно. Струна по-татарски хал. И на очереди
пятый вопрос первого тура. Его мы по традиции играем вместе с нашими игрушками, с нашими большими друзьями ананасом и яблоком. Берите их в руки. Сейчас нужно до конца досмотреть. Как только видео-вопрос закончится, кто первый нажмет, тот и будет отвечать. Готовы? Да. Смотрим внимательно. Ее исполняют на сцене микрофоном. И кто-то делает ее от душа. Они бывают грустные, бывают веселые, бывают. Для этого нужна хорошая музыка и хорошие стихи. О чем же говорили наши дети? Малика Галимова была чуть быстрее. Песня. Это правильный ответ. Ты молодец. Я тебя поздравляю. В первом туре с небольшим отрывом, со счетом 2-1, побеждает семья Галимовых, но впереди еще 2 тура нашей программы. В эфире программа «Бергаляп и Ряник», и давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Так, Малика Галимова. Как будет по-татарски «свистулька»? Сабазга. Сабазга, верно. Вторая Малика. Как будет по-татарски «бубен»? Шалтравок. Шалтравок, дрес. Как будет по-татарски «мелодия», Малика? Кий. Кый, правильно. Так, Малика Фатыхова. Как будет по-татарски «струна»? Хау. И Малика Галимова, тебе слово «песня». Жер. Молодец. Во втором туре мы подготовили картинки. 9 картинок, которые обозначают сегодняшние слова. Ваша задача запомнить их расположение. На это у вас будет 15 секунд. Как только время выйдет, мы закроем картинки цифрами. И я буду спрашивать, где какая картинка находится. Готовы? Да. Итак, 15 секунд. Время пошло. Смотрим. Итак, время вышло. Мы закрываем картинки цифрами. С кого начнем? Давайте нас. Давайте. Малика Фатыхова. В какой ячейке, под каким номером находится песня «Жер»? 3. Картинка номер 3. Давайте проверять. Открываем картинку номер 3. Там находится песня. Молодец. Так, Малика Галимова. Где находится струна? Кл. Во Точнее, второй. Во второй ячейке. Так. Открываем ячейку номер 2. Там не одна, а много струн. Клар. Молодец. Это правильный ответ. Так, Малика Фатыхова. Где находится бубен? Шалтравок. Бренче. Бренче сонастында. Открываем ячейку номер 1. Там находится бубен. Правильный ответ. Молодец. Так, Малика Галимова. Где находится свистулька? Сабазга. 8. Точно? Точно. Точно. Открываем ячейку номер 8. Там находится свистулька. Ты была права. Здорово. Снова берите игрушки. Они вам прямо сейчас понадобятся, потому что я задам вопрос. Как только я его задам, кто первый нажмет, тот и будет отвечать. Где, под какой цифрой находится картинка, которая обозначает слово «мелодия»? Ки. Малика Фатыхова была первая. 6. Открываем ячейку номер 6 и проверяем. Это не мелодия. Неправильный ответ. Так, Малика Галимова, как ты думаешь, где мелодия? 9. В 9. Открываем ячейку номер 9. Там находится мелодия. Ты молодец. Счет после второго тура вы видите на экранах. Ну а мы продолжаем учить татарский язык. В эфире программа «Бергаляп и Ряник». Прежде чем приступить к следующему туру, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Свистулька, сабазга, бубен, шалтравак, мелодия, күй, струна, кл, песня, жер. Третий тур называется «До-ми-солька». Для каждой команды мы подготовили песню. Но не просто песню, одно слово из сегодняшних мы там спрятали. Ваша задача распознать это слово и назвать. Задача очень простая. С кого начнем? Давайте, с Галимовых начнем. Малика, внимательно слушаем песню для тебя. Одно слово спрятано. Так, Малика. Жер. Жер. Я принимаю этот ответ, и давайте посмотрим правильный.
Поздравляю, это правильный ответ. Молодцы. Малика Фатыхова. Готова? Да. Внимательно смотрим на экран. Сандугачлар сайрашама, балкырты безилдиме. Дәфтәремә язып куям, откан бер яңа кинәт. Җилләр исә дорами, фа яңгыр ява соляси. Менә тагын бер яңа җыр, менә тагын яңа. Так. Малика? Кей. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте посмотрим правильный. Сандугачлар сайрашама, балкырты безилдиме. Дәфтәремә язып куям, откан бер яңа кинәт. Җилләр исә дорами, фа яңгыр ява соляси. Менә тагын бер яңа җыр, менә тагын яңа көй. Җилләр исә дорами, фа яңгыр ява соляси. Менә тагын бер яңа җыр, менә тагын яңа көй. Это правильный ответ, я вас поздравляю. Ну что, пора подводить итоги сегодняшней игры. Все итоги, уважаемые зрители, вы видите на своих экранах, но мне кажется, не важно, кто победил. Важно то, что мы приобрели новые знания и выучили новые слова на татарском языке. И, конечно, всем участникам мы вручаем подарки! Сегодня нашим участникам мы дарим памятные подарки от телеканала Шаян ТВ. Я надеюсь, что вы будете с теплотой вспоминать нашу встречу. Мамы, давайте маликушкам нашим поаплодируем. Вы большие молодцы, наши девчонки. Ну а на сегодня нашу программу мы завершаем. Телләрне өйрәнегез, туган телне бер кайчан да онытмагыз. Никогда не забывайте свой родной язык. На сегодня все. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.